Быстрые новости недели. Поехали. Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь. Известно уже о 9 колоннах, в составе которой десятки единиц техники. Представители самой ЧВК заявили, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников. Некоторые из них уже начали тренировать белорусских военнообязанных. Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что БКК принимал, принимает и будет принимать активное участие в вывозе украинских детей с оккупированных территорий. В Международном Красном Кресте были не в курсе поездок Шевцова на Донбасс. Организация призвала Дмитрия остановиться, подчеркнув, что его действия не отражают их точку зрения. Певицы ртом сестры Груздевы выступили перед украинскими детьми, вывезенными с оккупированных территорий. Чтобы Байден сдох, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал. Лидер Земсил Павел Латушко сообщил, что НАУ передали, среди прочего, и это видео в Международный уголовный суд как одно из доказательств военных преступлений режима Беларуси. А в Европарламенте призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко. Депутаты заявили, что режим Беларуси несет ответственность за причиненный Украине ущерб во время войны, в том числе за незаконный вывоз детей с украинских оккупированных территорий. Несколько ночей подряд Одесса и Николаев переживают российские атаки. Есть погибшие. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что удары по Одессе – это возмездие за Крымский мост. Полину Шаренда-Панасюк избили в колонии. Источник, встречавшийся с Полиной в заключении, поделился, что у политзаключенной была разбита переносица и были заметны 2 фингала. Как рассказала источнику сама Полина, ее избили другие заключенные, которых к ней подсадила администрация колонии. Теперь в Беларуси могут судить мертвых. Лукашенко подписал соответствующий закон. Первого обвиняемого уже анонсировали. Это Владимир Катрюк, принимавший участие в сожжении Хатыни. Мужчина умер в Канаде в 2015 году. Правозащитники весны удостоились престижной премии ООН в области прав человека. Жаль, только в их родной стране права человека – это пустое место. После 3 лет заключения на свободу вышел правозащитник Леонид Судоленко. Он руководил Гомельским отделением правозащитного центра «Весна» и помогал писать жалобы задержанным во время протестов 2020 года. Также Леонид защищал рабочих, чьи права нарушали работодатели. Фактически за это он и оказался за решеткой, пишет «Весна». А напоследок держите Леха Валенсу в пивной ванне. На этом все. Сказать спасибо за нашу работу вы можете лайком, комментарием и подпиской.